Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. День России – государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня, начиная с 1995 года. Сам праздник связан с принятием 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете РСФСР. В преддверии значимого для всех граждан страны праздника гостем нашей студии стала Ольга Балабкина, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. 12 июня наша республика наряду со всеми регионами нашей страны отметит важный, наверное, один из главных праздников для нашей страны – День России. Почему этот праздник сегодня так важен, так актуален и какие смыслы он сегодня несет? Нужно обратить внимание о том, что данный праздник, он прожил определенного рода свою трансформацию. Трансформацию, ведь он родился, в принципе, как политический праздник, праздник момента принятия Декларации о государственном суверенитете России. А уже сегодня это праздник, который несет такие, знаете, совершенно российские истинные ценности глубинного характера, среди которых такое понимание, как патриотизм, в этот день мы вспоминаем больше всего, потому что понимаем, что именно быть гражданином России – это для нас сегодня почетно и важно. В праздничный день республику ожидает большое число мероприятий, насколько я понимаю, и в столице республики, и в муниципалитетах. Что ожидает якутян? Вы знаете, любой праздник, он всегда связан с рядом мероприятий, которые проводят органы местного самоуправления, органы государственной власти республики. Безусловно, одним из знаковых событий, которое может касаться прежде всего семей очень многих, это, день, когда выдаются многим нашим 14-летним гражданам паспорта. И практически на всех площадях города Якутска, на всех площадях и местах в республике, в муниципалитетах будет очень многим непосредственно достигшим юношам и девушкам 14-летних выдаваться паспорта граждан Российской Федерации. Наверное, я бы отметила данное событие как одно из знаковых, которое стало уже достаточной традицией. И достаточно часто, выдавая паспорта вместе с управлением федеральной службы, непосредственно я обращаю внимание, насколько для детей это важно становиться гражданами, именно неся ту клятву всю жизнь для того, чтобы ощущать себя истинным гражданином, патриотом нашей страны. И, конечно, традиционные мероприятия. Мероприятия везде разные. Объединяет все мероприятия во всей республике, так же, как и все, это триколор. Я думаю, для самих ребят, которые вступают в этот важный период, получить паспорт в государственный праздник, тем более в День России, это большие события. Конечно, оно запоминается, и я считаю, что с точки зрения подобного рода мероприятия, потом это и продолжается в некие семейные традиции, продолжается, и это вспоминается в семье, это память семьи, соответственно, так и закрепляются государственные праздники на уровне вообще страны. Ольга Валерьевна, поскольку мы сегодня в преддверии праздника много говорим о патриотизме, я предлагаю поговорить о том направлении, которое вы сегодня курируете в блоке правительства. Это поддержка молодежной сферы, куда традиционно входит и патриотическое воспитание. Сегодня ему уделяется как никогда большое внимание, и, казалось бы, становится ясно почему. Какие задачи сегодня ставятся в этом направлении по части реализации молодежной политики, патриотического воспитания молодежи? Вообще, казалось бы, что вопросами патриотического воспитания мы, в общем-то, органы государственной власти, органы местного самоуправления занимались всегда. Но разрозненность тех мероприятий, которые мы проводили, приводила к тому, что в зорницах, в юнармии, в авангарде участвуют одни и те же самые дети в пилотках или в каких-то определенного рода других головных уборах. Да? Но и вот здесь для нас было очень важно во всей этой палитре общественных организаций 2 года назад глава республики по предложению Героя России, тогда исполняющего обязанности министра молодежи Игоря Юргина, все-таки объединил все военно-патриотические клубы и направления и движения под эгидой Министерства по молодежной политике. Мы являемся единственным субъектом России, где сделана подобного рода, сама по себе структура, именно в части того, что всей патриотикой занимается Министерство молодежной политики. И в само патриотическое воспитание заложено в стратегии молодежной политики на основании соответствующих нормативно-правовых актов, которые принял президент страны в виде указа. Поэтому сегодня мы говорим о том, что вот это единство, оно дает нам возможности уже и видеть и увеличение рядов, и интерес к разным патриотическим мероприятиям. Ко всему прочему, нужно сказать, что патриотические мероприятия – это не обязательно ребята, которые маршируют. Да? Патриотические мероприятия – это любые мероприятия, которые связаны с любовью к родной природе, к
стране, городу, да, это тоже, безусловно, патриотизм, он у каждого свой. И в том числе и выдача паспортов. Да даже обычные экологические акции можно считать уже и отчасти патриотическими, потому что мы так или иначе проявляем любовь. К слову, Ольга Валерьевна, о стратегии реализации молодежной политики, которую, вот, как вы правильно отметили, в 2025 году утвердили, длиться она будет до 30 года. Здесь, я так понимаю, патриотическое воспитание тоже во главе угла. Да, одним из разделов стратегии молодежной политики Российской Республики Саха-Якутия до 2030 года является непосредственно и патриотическое воспитание. В стратегии повторено понимание патриотизма, которое определено указом президента страны, и прежде всего речь идет о воспитании гармоничной личности гражданина на территории своей, непосредственно на территории страны. Да? И, конечно же, вот это вот то, что у нас определено в стратегии, оно реализуется и через наши нормативно-правовые акты, через постановления правительства, через законы. Республика является субъектом, в котором существует закон о патриотическом воспитании, в котором реализуются и определенные направления именно стратегического развития в данном вопросе. В 2023 году было проведено, перед тем, как вообще все это подготовить и выйти на эту ситуацию, было проведено социологическое исследование, которое изучило общественное мнение в молодежной среде. И 75% уже было выявлено молодежи, которые настроены патриотично. Сегодня их количество, безусловно, увеличивается. Поэтому мы понимаем, что мы идем в правильном направлении, и наша молодежь гордится тем, что она является гражданином России. Вместе с тем важно отметить, что патриотизм – это же не только удел молодежи. У нас в республике действует очень много организаций волонтерских, и волонтеры Победы, и волонтеры культуры, медики. Вот как сегодня выстроена работа по поддержке? Я тоже, насколько понимаю, она тоже унифицированная. Да, она тоже унифицирована. Унифицирована она на базе Министерства, опять же, молодежной политики. Да, сегодня и взаимодействие с нашими некоммерческими организациями. Сегодня некоммерческий сектор уже в России, в Республике Саха-Якутия, так же, как и в России, является достаточно устойчивым. Если взять некоммерческие организации, которые существуют и занимаются разными направлениями, которые поддерживаются на экспертных советах при распределении грантов разных уровней, то нужно обратить внимание на то, что эти некоммерческие организации уже есть устойчивые, которые уже только пополняют, так сказать, увеличивают разнообразие, проводят разных мероприятий. Да? А есть, которые являются такими мероприятиями, некоммерческими организациями, которые работают событийно. И есть молодые некоммерческие организации. А вот вчера во время защиты Горного района именно по новому молодежному центру в Росмолодежи Российской Федерации очень многие члены комиссии были удивлены тому, что в Горном Улусе с 2014 года на реализацию вообще в направлении любых было привлечено около 100 миллионов рублей. Ничего себе. Да, то есть один небольшой улус. Да, настолько активно и правильно была поставлена задача. Это были не средства бюджета, и, соответственно, мы видим и показатели по Горному улусу. Мы видим их и в продолжительности жизни, мы видим их и в рождаемости. То есть это такой хороший момент, и мы видим в организованности молодежи, которая живет в этом улусе. Поэтому этот пример, он должен быть непосредственно таким примером для всех улусов как таковых. Все, конечно, стараются, но у Горного прям такой передовой опыт. Кроме того, хочу обратить внимание на то, что очень много некоммерческих организаций, которые являются частью федеральных некоммерческих организаций, и мы их тоже достаточно хорошо поддерживаем. Здесь реализуются свои проекты. Сейчас, особенно в условиях специальной военной операции, некоммерческих организаций, особенно которые занимаются волонтерством, как волну подняли после ковида, да, когда волонтеры-медики работали, сейчас тоже достаточно много таких организаций. Они в разных направлениях работают. Мне всегда приятно, в общем-то, их поддерживать. Какие меры это поддержки? Во-первых, у нас есть помещение, которое мы предоставляем на льготных условиях. Это имущественная, непосредственно поддержка и поддержка инфраструктуры.
Во-вторых, им предоставляются безвозмездные информационные и консультационные услуги, значит, посредством размещения их информации об их деятельности в средствах массовой информации, телеграм-каналах, разных интернет-источниках, социальных сетях, которые получают соответствующее государственное регулирование как таковое. В общем, и, конечно же, меры поощрения и признания заслуг. Это самое главное. Да, и вот для стимулирования, значит, непосредственно вообще самих, например, активностей предусмотрены даже ежегодные республиканские премии в качестве, например, такая премия, как «Доброволец Якутии». Да? Ну и также есть, соответственно, значит, ряд мер, которые касаются, являются исключительными в части льготирования. Это прежде всего, значит, льготный проход на культурные и спортивные мероприятия, компенсация расходов на питание, проживание, когда выездную деятельность волонтеры осуществляют. Ну и что самое главное, из волонтеров потом вырастают отличные лидеры, и практика показывает современная. Ну, конечно, да. Ольга Валерьевна, немножко о Росмолодежи предлагаю поговорить. Я понимаю, что там пласт работы огромный, особенно в последние годы, тогда, когда республика стала активно взаимодействовать с федеральным сектором Росмолодежи. Какие здесь проекты можно отметить? Ну, я вот начала уже немного говорить, да, как бы о проекте, который мы прежде всего, в общем-то, получили грант Росмолодежи в 2025 году. Это создание молодежного центра «Патриот», да, как бы, который все уже знают, и мы с вами тоже там не раз были, смотрели. Сегодня он объединяет вообще и достаточно как площадка, является достаточно топовой площадкой. То есть даже если зайти в «Патриот», то сегодня там есть не только маленькие дети, но и взрослые тети и дяди, да, условно говоря. И они все проводят соответствующее там время, им нравится «Патриот», как объединяются. Вот. Конечно, наверное, было бы здорово, если бы такой центр был бы в центре города Якутска, да, тогда вся гуляющая молодежь могла бы там в этот момент находиться. Но решение принято совершенно правильно, они сейчас находятся в хорошем, красивом, новом здании и, в общем-то, достаточно хорошо эту работу организуют. Кроме того, у Росмолодежи мы выигрываем гранты, которые направлены на развитие студенческих отрядов, поддержку волонтерских добровольческих движений. В 2025 году порядка 6 миллионов 391 рубля по двум направлениям мы получили, 9 районов республики. Значит, в 2025 году, вот я как раз говорила, субсидия на «Патриот», она составила 125 миллионов рублей. И вот буквально вчера состоялось, мы все держим, так сказать, кулачки за горный район. Это будет, если он состоится, это будет первый сельский молодежный центр на территории вообще в целом республики. Он пойдет как образец и стандарт осуществления молодежной политики. Потому что, в принципе, мы говорим, что в любом случае с 2018 года нами проведено очень много работы для того, чтобы инфраструктура молодежной политики сформировалась. И свою роль и место здесь играют соответствующие молодежные центры. У нас есть специализированные молодежные центры. Это тот, который находится на Орджоникидзе, но это все город Якутск. Да, значит, он связан именно с поддержкой волонтеров и любых некоммерческих организаций. Мы их там ждем. Значит, есть, соответственно, молодежный центр «Патриот», где тоже собираются все от движения первых до, значит, там, играющих в компьютерные игры. И у нас есть особенный центр, как бы центр социально-психологической поддержки молодежи, который оказывает психологические услуги. И сегодня тоже вышел уже давно за рамки просто психологической поддержки или психологического воспитания лидеров, у которых тоже есть свой достаточно интересный проект. То есть вот уже устойчивая инфраструктура молодежной политики, она появилась на республиканском уровне. Если сейчас мы опускаем это на уровень муниципалитетов, то вот Горный, это как раз появится первый такой молодежный центр. Мы просто держим, так сказать, желание, чтобы это все было. А дальше уже можно запустить как по цепочке, если все получится. Я уверен, что все получится. Ольга Валерьевна, в заключение, возвращаясь к теме нашего сегодняшнего интервью, День России, что бы вы пожелали жителям республики, нашим зрителям в преддверии и в день этого важного для нашей страны праздника? Вы знаете, вот в День России, особенно в такое сложное время, в котором мы сегодня живем, в условиях специальной военной операции, я могу пожелать только одного для каждого россиянина, чтобы победа быстрее наступила. Ольга Валерьевна, я присоединяюсь к вашим словам. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответить на наши вопросы. Это было актуальное интервью. До встречи.